Здравствуйте, вы смотрите программу «Акцент». Сегодня у нас в гостях первый заместитель управления Госрусжилнадзора Любовь Кузьмина. Любовь Иннокентьевна Кузьмина окончила Иркутский институт народного хозяйства по специальности экономика труда, Якутский государственный университет по специальности юриспруденция. С 2015 года назначена первым заместителем руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха-Якутия. Поводом для нашей передачи стало массовое отключение многоквартирных домов от газа в городе Якутске. Любовь Иннокентьевна, поясните отключение. В последние годы во многих субъектах нашей Родины происходят чрезвычайные ситуации, связанные с эксплуатацией внутридомового газового оборудования, которые приводят к жертвам. Поэтому в 2013 году было выпущено постановление правительства, которое ужесточило требования к содержанию и обслуживанию внутридомового газового оборудования. В том числе появился такой пункт, когда срок эксплуатации внутридомового оборудования подходит к 30 годам, появляется необходимость проведения технической диагностики. То есть управляющая компания, либо ТСЖ, либо собственники самостоятельно должны заключить договор со специализированным предприятием и провести техническое обследование внутридомового газового оборудования. Что такое техническое обследование? Это как осмотры, так и инструментальное обследование трубопроводов, которые находятся в перекрытии. Это осмотр внутриквартирного оборудования, газовых печей, подводящих трубопроводов и так далее. То есть специализированное предприятие полностью обследует и приходит к выводу, либо требуется капитальный ремонт проведения, либо требуется небольшая замена каких-то комплектующих, либо оборудование это годно к дальнейшей эксплуатации. Такая техническая диагностика проводится далее, после 30 лет, один раз в 5 лет. Если будет проведена полная замена, реконструкция, то на очередные 30 лет это оборудование годно к эксплуатации. Любовь Иннокентьевна, сколько домов уже отключено в Якутске и вообще какие планы у Сахатранснефтегаза? Почти половина домов, которые в городе Якутске, у них как раз подошел срок проведения технической диагностики. Их более 400. И вот Сахатранснефтегаз, понимая, что ситуация такая критичная, приняли решение отключать постепенно эти многоквартирные дома. Дело в том, что у нас газификация в городе Якутске началась более 50 лет назад, поэтому, конечно, такое большое количество домов требует проведения диагностики. Ну, порядка 23 многоквартирных домов уже отключены, и в плане стоит около 60. Это наиболее те, которые по сведениям обслуживающей организации, ну, Сахатранснефтегаз, они представляют наиболее такую опасность. То есть где-то есть ветхие участки газопровода, есть какие-то нарушения в эксплуатации и так далее. Любовь Иннокентьевна, а вот все-таки что же делать жильцам, которых планируется отключить от газа? Ну, во-первых, что должны собственники понимать, что прежде всего эксплуатация внутридомового газового оборудования – это очень мероприятие опасное, да? И, конечно, здесь риск большой, если особенно не работает вентиляция. Как правило, опыт показывает, что все те взрывы, которые были на территории России, они вследствие того, что, значит, ветхое оборудование и плюс неработающая вентиляция. Значит, собственники должны провести общее собрание, согласовать все условия договора на техническую диагностику. Договор заключается только со специализированным предприятием, которое имеет лицензию. Их немного у нас в городе, около 3, но есть очень много предложений с других регионов. Готовы выехать к нам и иркутяне, москвичи, и стоимость у них намного меньше, чем которая сложилась у нас в республике. Провести собрание, значит, установить плату, ну и приступать. Управляющая компания заключает от имени собственников договор, и в принципе эта процедура не такая длительная,
Если все собственники обеспечат доступ в свои квартиры, порядка 2 недель занимает диагностика. Она вот представляет себя как осмотр, так и инструментальную диагностику. То есть специальное есть оборудование, которое позволяет измерить толщину стенок трубопровода, определить, насколько износ. Вот. А результатом диагностики является заключение, которое может быть положительным, то есть специализированное предприятие дает добро на дальнейшую эксплуатацию, либо это дефектная ведомость, то есть перечислены все те участки трубопровода, все те комплектующие, которые необходимо заменить. В кратчайшие сроки, если это такой ремонт, не требующий капитальных вложений, управляющая компания должна выполнить все рекомендации, и после этого уже газовики включают газ. То есть, получив положительное заключение, это сигнал к тому, что оборудование может эксплуатироваться дальше. А вот все-таки вот интересно, а тем жильцам что делать, кого уже отключили от газа? В принципе, та же самая ситуация. Вот по Петра Алексеева несколько домов были отключены. Вот на субботу буквально все, диагностику уже собственники заключили договор, провели диагностику. Остались только небольшие работы, которые не требуют больших капиталовложений по некоторым квартирам. И на субботу договорились, что самое такое благоприятное время, когда все собственники будут дома, Сахатранснефтегаз одномоментно устранит все те замечания, которые специализированное предприятие определило в этом заключении, и буквально на следующей неделе после этого будут включать газ по этим домам, по домам Петра Алексеева. Все-таки с вашей стороны какие-то меры тоже принимаются? Мы озадачились этой проблемой еще в начале года, когда к нам обратился Сахатранснефтегаз за содействием. В своей части что мы сделали? Значит, мы, во-первых, провели 3 семинара для управляющих компаний, где попытались разъяснить пошагово алгоритм, что дело в том, что такого прецедента не было раньше, как-то более лояльно относились, эту проблему не так обозначивали, как серьезную. И мы, во-вторых, проводим сплошные сейчас проверки управляющих компаний, то есть какое-то время они получили на то, чтобы заключить договоры и собрать собрание. А теперь уже, конечно, это административная ответственность у тех, кто еще эти процедурные моменты не определил, не провел собрание, не заключил договор. Есть статья в административном кодексе, которая предусматривает ответственность 7.23.3. Вот как раз за эти нарушения порядка 150 до 250 тысяч штрафа. Сейчас у нас в стадии 67 проверок, мы уже провели 13, 9 предписаний со сроком исполнения начала декабря. Что касается нашей деятельности в части управляющих компаний. Кроме того, мы с самого начала года, с марта месяца, озадачились тем, что у нас в муниципальном образовании не установлен тариф на техническую диагностику и тариф на техническое обслуживание в составе платы за техническое обслуживание жилого дома. И мы вели переписку, не пришли к взаимопониманию с муниципальным образованием, вынуждены были обратиться в прокуратуру. Вот по требованию прокуратуры сейчас к ноябрю месяцу оба тарифа сформированы и установлена плата как за диагностику, так и за техническое обслуживание. То есть в этой части такие были проведены мероприятия. Кроме того, мы провели 2 общественных совета, один в начале года, один буквально неделю назад, на котором мы приглашали представителей как Общественной палаты, так и Народного фронта. И, пообсуждав эту проблему, приняли такое решение, что необходимо комплексное решение этой проблемы, надо консолидировать усилия не только Министерства ЖКХ, но и Министерства строительства, Министерства труда, потому что проблема, она такая, имеет
многоаспектный характер. Вот, например, вообще, чем завершается диагностика там, где требуется капитальный ремонт, да? Это дальше проведение капитального ремонта. Но, к сожалению, в нашей региональной программе сроки все стоят за 2020 год по проведению. Поэтому, конечно, необходимо актуализировать программу. Для того, чтобы ее актуализировать, перенести сроки вперед, необходимо найти денежные средства. Тут какие могут быть источники? Это, во-первых, взносы, которые собирают собственники на капитальный ремонт. Это софинансирование муниципального образования, это софинансирование республики. Но программа у нас не сбалансированная, потому что, к сожалению, самый минимальный взнос был установлен. Вот он будет повышаться с 1 января. Недостаточное софинансирование, муниципальное образование не спешат вкладывать деньги в капитальный ремонт, добавлять. Ну вот, поэтому требуется, конечно, капитальное вливание. Это мероприятие не из дешевых. Нас тревожит и общественный совет, что предельная стоимость на капитальный ремонт газового оборудования, она установлена не очень высокая. Возможно, где-то не позволит провести полноценный и качественный ремонт. Поэтому есть возможность ее пересматривать раз в год. В этой части необходимо поработать. Малоимущим слоям тоже необходимо, наверное, какую-то субсидию в части оплаты. Все-таки это не маленькие деньги, порядка в среднем 3500 с каждой квартиры стоит диагностика, ну и плюс потом проведение капитального ремонта. Тоже затраты значительные. Поэтому общественным советом выработаны рекомендации объединиться, создать межведомственную комиссию, которая бы какую-то программу сформировала, объединенную. Тут еще какой вопрос возникает. Не все дома у нас, которые газифицированы, они попали в региональную программу. Те, которые ветхие, аварийные, по ним тоже необходимо решать вопрос. Все мы понимаем, что, может быть, лучше вообще отказаться от использования газового оборудования в деревянных домах и перевести на электрическую энергию, но предварительно надо проводить реконструкцию электрооборудования, потому что оно тоже находится в ветхом состоянии и требует капитальных вложений. Но в этой части муниципальное образование на следующий год планирует заложить в бюджете определенную сумму, чтобы пристальное внимание к таким домам, потому что мы понимаем, что, отключив газ, собственники начнут пользоваться электричеством. Это может привести к тому, что будут возникать пожары и так далее. В этой части тоже очень опасно. Ну и возникают проблемы. Если будет программа перевода на электрическую энергию, то проблема перевода на тариф, там, где не газифицированные дома, тариф на электрическую энергию, он меньше, чем в домах с газом. Поэтому тут нужно, конечно, объединить усилия с Госкомцэнерэг, чтобы проработать и эту проблему перехода с одного тарифа на другой. Ну и объединиться с энергетиками, потому что это понятно, что увеличение нагрузки, каким образом в этой части тоже. Поэтому проблема требует совместного и комплексного решения. Спасибо, Любовь Никитьевна. Итак, мы обсудили ситуацию с газоснабжением жилищного фонда в Якутске. С вами была программа «Акцент». Всего доброго.